Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что случится с минуты на минуту, со дня на день? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что меня ждет, что случится с минуты на минуту, со дня на день. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Какие-то волны, смотрите, волны идут в вашу сторону. Волны — это информация, волны — это чувства, это ощущения. Они идут с правой стороны. Они не острые, они гладкие, такие, видите, такие ровные арочки у нас такие, мягенькие получаются. Хорошая информация, хорошие новости, хорошее состояние и эмоциональное, и физическое. Здесь, кстати, подъем, может быть даже подъем, но это связано с каким-то смехом, это связано с какими-то восклицаниями, радостными восклицаниями. Вот прям самые ближайшие, да, как говорится, с минуты на минуту у вас идут очень теплые положительные эмоции. Эмоции, которые вас наполняют, не опустошают, когда вы переживаете, расстраиваетесь, нервничаете, а наоборот, наполняют. Кто-то будет иметь разговор, например, с родственником, с другом, с приятелем. Получите очень хорошие новости, получите очень добрый, теплый разговор. А кто-то посмотрит, ну, допустим, хороший фильм, кто-то посмотрит выпуск новостей и там скажет что-то приятное. Да, информация вас, вот эта информация, она как будто бы согревает и наполняет. Хорошие, добрые новости, вот так можно сказать. Дальше, мои хорошие, мужчина с каким-то то ли подарком, то ли цветочком, то ли с какой-то покупочкой идет. Знаете, вы все разные. У кого-то мужчина придет с огромным букетом цветов, а у кого-то мужчина купит, я не знаю, каких-то важных вкусных продуктов. Да. То есть он обычно этим не занимался, а тут вдруг получил зарплату, проявил инициативу, накупил вкусняшек, пришел довольный, вы довольны. Мужчинку там расцеловали, обнимашки, сидите, хорошо общаетесь, прекрасно проводите время. Так, а у кого-то из девочек отыграется, что мужчина с вами на расстоянии, скорее всего, вам отправит либо подарочек, да, вы уже получите от этого человека подарочек, посыльный придет, либо вам извещение придет, идите-ка на почту, получайте свой подарок, либо цветы, вот, потому что что-то непонятное он в руках вам направляет. Так, у кого мужчина в отъезде, ждите, вот самое ближайшее время ждите, приедет и приедет без предупреждения. Без предупреждения, но с подарками. С подарками, с хорошим настроением, соскучился. Ой, так хорошо у вас встреча пройдет, прям тьфу-тьфу. Сладенько все будет очень сладенько. Так, с другой стороны у нас человек то ли казенный, то ли это начальник. Может быть, ваш начальник, ну, например, на работе, вы либо нового найдете себе, либо ваш начальник к вам повернется, может быть, с каким-то разговором, с каким-то поручением, с каким-то, знаете, одобрением, похвалой. Как-то к вам проявится по-доброму, через двоечку. Двоечка у нас партнерство. Партнерство — хорошие, добрые связи. Вот, если мы говорим о поиске работы, то, скорее всего, какой-то очень важный человек, да, будет вам предлагать работу. Подработку, в любом случае не обидит. Казенные люди, ну, это обычно служащие там, банков, всяких учреждений, врачи, учителя, да, то есть человек, который при службе. Вот этот человек именно к вам
проявит какую-то повышенную лояльность, да, будет добр, будет отзывчив, будет идти вам навстречу, как-то, вот знаете, поможет порешать вопросы, если есть у вас эти вопросы. И, либо, знаете, как, ну вот общение на какой-то дружеской нотке у вас будет происходить. По-доброму к вам будет относиться этот человек. Для вас это будет очень удивительно. Удивительно. Вы не привыкли к такому. Вы, ну вот почему-то подсознательно либо побаивались, например, своего начальника, либо вы всегда считали, что служащие, ну, скажем так, госучреждений, просто учреждения, они все, ну, как на казенном счету, им на людей, ну, по боку, да. Не могут они проявлять человеческие качества, да, тем более лояльность. А тут этот человечек вас очень приятно удивит. Добрый человек. Вы знаете, вот поговорите, прямо на душе, на сердце тепло станет. Так, здесь вот какой-то человек на женщину похожа. Женщина. Но женщина такая, знаете, активная, неспокойная женщина. Может быть, она очень громкая, скандалистка, любит матюкаться. Такая, знаете, с какой-то спорной жизненной позицией. Вы эту женщину недолюбливаете, вы эту женщину избегаете. Ну, нет желания, да, с ней там сойтись. Она горлом берет, да, там никакие ни аргументы, ни факты на нее не действуют. Горлохватка идет, да. Вот, с этой женщиной какая-то неприятность приключится. А вы об этом узнаете. И причем узнаете, ну, чуть ли не с первых рук. Здесь у вас идет какой-то момент, ну, не триумфа, да, а морального удовольствия. Возможно, эту женщину кто-то на место поставит. Возможно, эта женщина, ну, допустим, да, на работе у вас коллега, которая всем доставляет неприятности, вы узнаете, что она попала под сокращение, либо что она увольняется, может быть, сама по собственному желанию. Что-то там у нее приключилось, ей срочно нужно уволиться. Либо это ваша соседка, и вы увидите, что она уезжает, переезжает, там, съезжает с квартиры. Но причины у нее острые, потому что прям, как, знаете, как в нее какая-то пика, вот кто-то вонзил в нее пику. Но для вас эта информация будет приятной. Прям, знаете, себе улыбнетесь, скажете, ну хорошо, ну и слава богу. Теперь хоть спокойненько поживем, да. Не нужно будет ходить, там, оглядываться и опасаться неприятностей, либо что кто-то тебя обматюкает. Так, девочки, у кого есть соперница, скорее всего, с вашей соперницей какая-то неприятность приключится, да, вот, и вам, ну, допустим, мужчина об этом расскажет, либо какая-то общая знакомая расскажет. Ну, улыбайтесь. Я вижу, что вы улыбаетесь, я вижу, что вам хорошо, приятно. Я вижу, что вы на позитиве. Новости хорошие, приятные новости, согревающие и успокаивающие. Так, неприятность вашей вражинки идет, да, либо вашему неприятелю. Так, ключик у вас идет, но ключик с левой стороны. С левой стороны. Но это то, что скрыто, это то, что мы не видим, и то, о чем мы даже и не думаем. Если вы в поисках жилья, ну, например, вам нужно арендовать, либо вы задумались об аренде, либо вы задумались о смене жилья, может быть, вы хотите приобрести, да, вы думаете об этом. Здесь, скорее всего, будет неожиданное предложение. Ну, допустим, да, кто-то узнал, что вы в поисках, вы этого человека не знаете. Человек приходит к вам, либо там с вами как-то связывается и говорит, вот у меня есть вариант. Вариант такой, такой, такой. Вы сначала говорите, ну нет, я что-то хотела другое. А потом так подумайте, скажете, а почему и нет? А почему и нет, я попробую. Либо вы, например, хотели бы частный дом, но вам будут предлагать квартиру, да, апартаменты. Либо вы, ну, допустим, хотели, ну, что-то типа дачного плана, там, за городом, а вам прям в самом центре города будут предлагать. Это неплохо, но есть над чем подумать. Возможно, вы даже мнение свое поменяете. Вы скажете, ну да, почему я буду жить за городом? Лучше в городе, тут и поликлиника рядом, и магазины рядом. Как-то вы даже мнение свое поменяете. Но ключ идет. Вот кто искал, кто хотел, кто переживал, ключ к вам идет. Возможно, поменяется все. Да, ваши планы поменяются, либо ваши ожидания
будут корректироваться. Но тем не менее предложение будет. И, возможно, кстати, и не одно. Потому что от ключа, видите, 2 дорожки вышло. Может быть, 2 предложения будете рассматривать сразу. Неплохо. Это очень даже и неплохо. Так, какое-то веселье у вас прям в самом центре. Здесь люди пьют, гуляют, куролесят. Либо вы попадете на какую-то пьянку-гулянку, либо ваш партнер будет участником, ну, вот такого действа. Действо, это действительно действо. Это не мероприятие, нет. Девчоночки, у кого мужчина пьющий, мужчина, муж, отец, брат, сын, здесь вот, скорее всего, будет какая-то попойка. Очень громкая, скандальная. Такая, знаете, что прям в зюзю может напиться. Принимайте меры, либо, ну, я даже не знаю, что можно посоветовать. Как-то избегайте. Если не получится, то уж тогда вылавливайте, встречайте, забирайте, чтобы не было неприятностей. Здесь явно кто-то очень сильно напьется. Если у вас нет... Но вот мужчин, которые в состоянии напиться, скорее всего, вас либо будут приглашать, либо вы будете участвовать, да, вот в такой попойке. Может быть, вас пригласят на какой-то тихий, спокойный, приличный вечер, а все это перейдет в вот такую жуткую пьянку. Да, приятного мало, но так иногда в жизни бывает. И если будут вас приглашать, особенно люди мало знакомые, либо, знаете, такие... не вызывающие особого доверия, лучше откажитесь. Ну, либо своего любимого человека, дорогого мужчиночку, отговорите от посещения вот таких мероприятий, чтобы не было потом проблем. А проблемы могут быть, потому что вот злоупотребление алкоголем ни к чему хорошему не приводит. Прям, знаете, в центре показали и предупредили. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то человечек с вами в интернете начнет общаться, либо он с вами общается. Человечек начнет вам что-то говорить о себе, какую-то правду, какие-то факты. Но я так понимаю, что вам эта информация не понравится. Не понравятся, у вас какие-то суждения по поводу этого человека пойдут, ну, неблагоприятные, скажем так, мягко. Мои хорошие, не спешите судить, не спешите разочаровываться в этом человеке, а наоборот, поблагодарите этого человека за правду, за то, что этот человек не скрывает, за то, что человек там пуха не набрасывает, за откровенность. Поверьте, этот человек вам говорит правду только лишь по одной причине. Вы этому человеку очень важны. У кого-то это любовь, у кого-то это дружба, у кого-то это родственные связи. Человек хотел бы с вами быть честным и откровенным, и он это делает. Не надо фукать, не надо отворачиваться, просто лучше последуйте примеру этого человека. За правду правдой благодарите. Поверьте, какие-то вещи, да, могут показаться странными и отвратительными, но это жизнь. И каждому человеку свойственно и ошибаться, и совершать какие-то, ну, действительно глупые, дурацкие поступки. Главное, что человек раскаялся. Главное, что человек осознал, что был неправ. Главное, что человек вышел на правильную дорожку, да, и решил все это исправить. Поэтому вам и признается. Вот. Так что примите эту правду и отблагодарите своей правдой. Да. Может быть, вам тоже есть что рассказать о себе. Так, еще важный момент. Кто-то может столкнуться с какой-то критикой, и эта критика, она вот от близкого человека идет. Может быть, это ваш родственник, а может быть, это ваш друг, подруга. Вас будут критиковать, могут критиковать ваши действия, ваши поступки и ваш внешний вид. Критика очень жестоко будет звучать. Жестоко, прям, знаете, как бьет, как хлещет по щекам вас эта критика. Почему это происходит? Не потому, что человек против вас, либо обижен, расстроен, да, либо специально пытается вас тут унизить, уколоть, оскорбить. Нет, человек хотел бы вам помочь. Возможно, действительно вы чего-то не понимаете, либо чего-то не видите. Человек пытался разными путями до вас донести информацию. Вы, ну, как в танке, да, вы ничего не видите и не слышите. Вот. И вот как последний шаг, последняя вынужденная мера, вот такая жесткая критика.
Может быть, стоит задуматься над словами этого человека. Не обижаться, не уходить в себя, не отворачиваться, а именно задуматься. Может быть, вы потихонечку, да, вот, ну, посидите, подумайте на досуге. А может быть, действительно что-то я делаю не так, да, либо там какие-то, может быть, опрометчивые шаги. Там не с теми общаюсь, не тем доверяю, что-то не то одеваю, да, может быть, стоит подумать об этом. Послушайте, там есть правда в этой критике. И эта правда, да, она болезненная, но она очень важна. Важна для принятия и для осознания. Критика честно идет. Поэтому не обижайтесь, а просто подумайте над этими словами. Подумайте. Это вам должно помочь. Так, работа, рабочие моменты. С коллегами могут быть какие-то дрязги, я не знаю, споры, ссоры, конфликты на какую-то тему. Не сойдетесь во мнениях, какое-то разделение может быть в коллективе, одни за, другие против, слово за слово, и тут уже у нас такая маленькая заварушка получается. Могут быть скандалы, могут быть даже и драки, да, ну прям до мордобоя не дойдет, но тем не менее люди прям такие, знаете, возбужденные, друг на друга прям кидаться готовы. Это может быть какие-то споры, да, как делятся, разделяются коллективы. Ну, вы будете на одной из сторон, я не знаю уж на какой вы будете. Вас я попрошу воздержаться от громких слов, я прошу вас воздержаться от рукоприкладства. И если вы видите, что затевается вот какая-то потасовка, если есть возможность, просто покиньте помещение. Не участвуйте никаким образом, ни словесно, ни физически. Для вас это очень важно. За вами кто-то наблюдает. Может быть, это наблюдают руководители. Может быть, это какие-то коллеги, такие, знаете, крысы-доносчики. Вы-то вроде ничего не делаете. Может быть, вы не будете занимать какую-то активную позицию, но вас могут в общий список внести. А потом, кто дебоширы, да, а там ваша фамилия. И чтобы у вас не было неприятностей. Видите, что люди начинают ругаться? Под любым предлогом выходите из помещения, перейдите, например, там, в другую комнату, да, либо там, в другой офис. Избегайте участия, либо нахождения среди людей, которые спорят и ругаются. Так, клиенты. Кто работает с клиентами? Вы будете поражаться тому, какие люди странные, что все вот такие злые, недовольные, все с какими-то мыслями странными, и каждый будет пытаться с вами поделиться. Очень много всего наслушаетесь. Я вам советую, рекомендую, если позволяет ваш вид деятельности, да, пользоваться наушниками, да, включили себе приятную музыку, сидите, слушаете, делаете свою работу, а человек пусть там говорит, хоть заговорится. Потому что здесь нужно поберечь свои уши, поберечь свою психику. Очень много людей с какими-то проблемами, и все хотят высказаться. Да. Ну, либо поддакивайте, не знаю, поднекивайте, кивайте головой. Как-то вот придется прям усталость у вас чувствуется от этих постоянных бесконечных разговоров на работе. Так, и еще, опять же, может быть свой бизнес, может быть вы, ну, я не знаю, на какой-то ставке работаете, у вас от количества клиентов, может быть, зависит ваша зарплата. Поймаете кого-то из своих коллег на том, что вас оговаривают, либо отговаривают клиентов, чтобы к вам подходили, либо с вами именно конкретно работали. Прям подстава идет, да, подстава на ровном месте. Вы обалдеете, потому что именно от этого конкретного человека вы никогда не ждали. Возможно, вы с этим человеком обсуждали недавно, да, что вот такая-то проблема, там клиентов меньше стало, либо какие-то проблемы в бизнесе пошли. А потом вы узнаете, что ваш этот человечек занимается тем, что перенаправляет людей, которые шли к вам.
Очень неприятная ситуация, но хорошо, что обнаружилась. То есть у вас будет прекрасная возможность это все зарубить на корню, чтобы эти ситуации не повторялись. И если вы, например, работаете, у вас есть начальник, вот за шкирку берете этого человека и к начальнику. Вот объясняете, что вот человек занимается моей дискредитацией, ничего он не стесняется, не боится, пожалуйста, примите меры, иначе приму я. Вот, важно будет именно так поступить, не прощать. Вот таких людей прощать нельзя, поверьте. Ну, простишь, человек будет, слабак, да, буду дальше продолжать. Поэтому нужно с этим бороться, и это нужно искоренять. Так, еще важный момент касается денег. На этой неделе деньги будут поступать какими-то мелкими суммами. Может быть, вы получите, например, от мужа, от сына, от работодателя, там еще что-то придет, какая-то денежка. Вот несколько раз вы получаете небольшими суммами деньги. Даже будете шутить, либо кому-то жаловаться, что это такое, вот, да, потихонечку деньги, да, по капельке заходят. Мне вот сумму дайте, чтобы я могла там распланировать, сделать закупки, там, оплатить счета. А у вас именно вот такими капелюшечками будет заходить. Но все равно хорошо, все равно приятно, деньги заходят. Так, кто-то у меня находится то ли за городом, то ли будет посещать места за городом, там, где природа. У вас какой-то вот прям подъем, вы думаете, о, классно, природа, свежий воздух, там, я не знаю, красивые виды. Природа может немножечко поиграть с вами, да, то есть вы смотрите прогноз погоды и говорите, о, классно, солнце, еду, а вы едете, а там дождь, слякоть, там еще какая-нибудь нехорошая погодная оказия произойдет. Поэтому, мои хорошие, если есть возможность, перенесите поездки за город, либо имейте запасной вариант, да, как себя развлечь, если вдруг с погодой что-то будет не так. Так, а кто-то откуда-то возвращается. Люди возвращаются. Не могу сказать откуда, но то ли у вас вещей много, то ли у вас какое-то общество многолюдное, ну, может быть, деток у вас много, может, там еще родственники ваши были. Вы возвращаетесь. Могут быть проблемы с доставкой вас, либо вашего багажа. Это нужно будет решать. У вас как будто бы несколько вариантов. Подешевле и подороже. Выбирайте тот, что подороже. Не экономьте. Не экономьте. Потому что вы себе можете проблем нажить. Да, не хочу уточнять, вот каких конкретно, да, пусть это лучше обойдет вас стороной, я просто даю вам совет. Не экономьте, не экономьте на билетах, не экономьте на карго, на доставке, на, может быть, там, такси, а то придется пожалеть, знаете, прям будете думать, вот пожалела я там несколько там купюр, да, лучше бы я их заплатила, вот уже бы дома была, сидела бы спокойненько, там чай пила, расслаблялась бы. А тут мне вот эта дорога, вот эти проблемы, а зачем мне это все надо? Если вас кто-то будет уговаривать сэкономить, не слушайте. Не слушайте, лучше переплатите, чем потом будете, ну, действительно вот мытариться и такой дискомфорт испытывать. Так, кто-то у меня уезжает, но это не вы уезжаете, это кто-то из ваших знакомых, может быть, в семье кто-то будет в поездку собираться, кого-то будете провожать. Смотрите, я вижу, что вы переживаете за этого человека очень сильно, и вы то ли что-то хотите дать, то ли, например, настаиваете, чтобы человек взял больше вещей, там какие-то, может быть, там, ну, я не знаю, дополнительные аксессуары. Послушайте, эти все вещи человеку не пригодятся. Не пригодятся. Ваш человечек прекрасно знает, что ему нужно. Доверьтесь этому человеку, пусть сам соберет свои сумки и пусть едет налегке. Налегке. А то, знаете, как вы ему там сумку наложите огромную, он будет ходить, ее таскать, она тяжелая, и потом будет, знаете, на вас обижаться или даже злиться, да, за то, что вы столько там лишних вещей надавали. Так, девочки, которые в паре, в браке, обратите внимание на коллег либо друзей вашего супруга. Мне не очень нравится человечек, который лысеет
либо совсем уже лысый. Знаете, либо озеро у него такое на голове большое, либо уж совсем ничего не осталось. А может быть, он лысый и седой, да, и кажется, что вообще голова пустая. Человек очень хитрый, возможно, он будет у вашего супруга под каким-то предлогом выманивать деньги, да, вот просить там займи, дай, передай и прочее, прочее. Ваш супруг с вами, наверное, будет советоваться, но вы в курсе дел вашего супруга. Не давайте, ничего не давайте, потому что этот человек, он жулик и аферист, и он даже будет просить в смысле, что я возвращать не буду. Вот не буду и все. Это могут быть как и деньги, так и какие-то вещи. Может быть, там дрель попросит, да, либо молоток, да, какой-нибудь там инструмент. А у кого-то есть совсем наглые друзья, может попросить машину. Ну там точно он что-то сделает. Может что-то скрутит даже с машины. Либо, знаете, как в какую-то яму попадет и побьет вам что-то, не дай бог. Не давайте и все. Вот прям гоните этого лысенького подальше. От него прям веет какой-то неприятностью, да, вот какой-то негативный фон у него. Гоните подальше. Вот прям блок. Да, тебе нет. Всем да, тебе нет. Да. Что-то с этим человеком не так. Так, и еще важный момент касается ваших каких-то планов. Планы по поводу, ну, не знаю, подстричься, покраситься, маникюр, педикюр, массаж, спа, да, ну вот ухода за собой, я так понимаю. Что-то может пойти не так. Либо ваш мастер в последний момент не сможет вас принять, либо у вас не будет возможности. Вам тут предупреждение вышло, что лучше отложить. Может быть мысль, да, мой мастер не может, я пойду к другому человеку. Не ходите. Лучше дождитесь, пока будет благоприятное время. Наспех в каком-то незнакомом месте лучше не делать. Делайте, чтобы было хорошо. Делайте там, где знаете. Делайте там, где вы доверяете. Вот это очень важно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.